Добрый вечер. В эфире программа «Грани недели», которую веду сегодня я, Леонид Велихов. Она посвящена событию, всколыхнувшему мир. Одну его часть в минувшую пятницу вечером, другую в ночь с пятницы на субботу, зависит от часового пояса, когда все мировые агентства с пометкой «Срочно» передали сообщение о смерти на 91-м году жизни Фиделя Кастро. Он давно уже, 11 лет как, отошел от власти, вел существование пенсионера. Казалось, миру впору было забыть о нем, а оказалось, не забыл. И вот об этом феномене сегодня я беседую в студии «Радио Свобода» с нашими гостями. Это политолог и, что в данном случае особенно важно, специалист по истории и политике Латинской Америки Татьяна Ворожейкина. Добрый вечер, Татьяна Евгеньевна. Это историк и политолог, тоже связанный с Латинской Америкой, и в частности с Кубой, Сергей Георгиевич Карамурза. Сергей Георгиевич, мое почтение. И это журналист и публицист, тоже связанный с Кубой, загадочными нитями и связями, о которых мы сегодня будем говорить, Александр Потровенник. Саша, добрый вечер. Добрый вечер. И мой первый вопрос к моим гостям, собственно, вот он и связан с этим феноменом. Как вы объясняете столь бурную реакцию на смерть 90-летнего политика, казалось, давно отошедшего от дел? Одни его оплакивают как родного, другие проклинают. Татьяна Евгеньевна, что скажете на сей счет? Я думаю, что это, очевидно, конец эпохи. Очень многие газеты написали, что для Кубы это конец 20 века. Это конец 60-летия, неразрывно связанного с именем Фиделя. И то обстоятельство, что его биологическая смерть наступила через 10 лет после его ухода от власти, передачи ее его брату Раулю Кастро, тем не менее, не снизило значение этого события, потому что это фигура, которая определила историю Кубы в последние 60 лет, определила, в значительной мере воздействовала на историю Латинской Америки и на мировую историю. Фидель Кастро был, конечно, крупнее, чем остров. Это было и счастье, и несчастье этого острова. Как написал один кубинский писатель Гарсия Мендес, живущий в эмиграции, он сказал, что если бы не было Фиделя Кастро, о Кубе не знало бы столько народу, но кубинцы были бы гораздо счастливы. Замечательно, замечательно. Сергей Ильич, ваше объяснение вот этого феномена? Потому что совместились эффекты двух феноменов. Сама личность Кастро и его труд, который он произвел, и тот эффект, который повлиял на вот весь этот народ, который выслал совершенно другие пространства просто, чем были. И они стали очень важными для всей Латинской Америки и, вообще говоря, практически большинству человечества. Я понял вас. Саша, ваше объяснение феномена этой глобальной славы? То и гении, и злодеи привлекают очень повышенное внимание общества к себе. И, может быть, даже злодеи больше, потому что они вот злодействовали, а Кастро безусловный злодей и для Кубы, и для многих других стран. Так вот, он был 60 лет, почти 60 лет у власти, а теперь вдруг умер. И вот это такая, знаете, такая внезапное такое из полного счастья в небытие. И это, конечно, для людей интересно. Ну вот как люди реагировали на смерть Сталина, например, да? Во всем мире реагировали. Никто не считал его особенно там замечательным человеком и гением, да? Но это был человек, в руках которого было много власти. И вдруг он раз и все потерял. Или смерть Гитлера. Злодеи привлекают к себе внимание, и я вижу именно в этом объяснение того, что весь мир так всколыхнулся от известия о его смерти. Я понимаю, вот как интересно, три мнения, три разных, и три очень своеобразных, хотя вовсе не то чтобы как-то противоречащих друг другу. Но вот еще один такой очень, как мне кажется, важный и тонкий момент. Кубинцы в Майами, а мы знаем, что в Соединенные Штаты и прежде всего в Майами эмигрировали и осели более миллиона, по таким официальным данным около 1 300 000
кубинцев за годы правления Кастро. Это, конечно, колоссальная цифра. Я думаю, что это такой абсолютный мировой рекорд, если учесть, что вся кубинская нация накануне революции составляла около 10 миллионов человек. Так вот, кубинцы в Майами, узнав в пятницу вечером, получив это сообщение, вышли на улицу ликующие. Пели песни, шли с кубинскими и с американскими флагами. Классическая, в общем, такая картина на тему «Смерть тирана». Но что это такое? Это неправильная реакция. Это какие-то такие плохие, неправильные люди вышли на улицы радоваться смерти, потому что уже много появилось таких, отчасти риторических, как мне кажется, но вполне, думаю, искренних комментариев, что кто бы ни умер, смерть – это такое великое таинство, и так на смерть реагировать нельзя. А вот можно так реагировать или нет? Татьяна Евгеньевна. Знаете, для меня это сложный вопрос. Я начну с того, что отвечу словами сестры Фиделя, Хуаниты Кастро, которая живет в Соединенных Штатах, и в ответ на эти ликующие толпы, она активный противник режима, как и некоторые другие его родственники, его дочь и так далее, она сказала: чем выходить так радоваться, вы бы лучше боролись с режимом. Вот, это один вид реакции. Другое уже моя собственная реакция, я тоже себя спросила. А вот Александр говорил о Сталине, радовалась бы я, когда умер Сталин. Несомненно, радовалась и однозначно бы радовалась. По отношению к Фиделю у меня нет такой однозначной реакции. И здесь я хочу не согласиться с Александром вот в каком отношении. Большинство испаноязычной прессы написало следующее, что это уход последнего революционера. В этой связи позвольте мне рассказать одну очень короткую историю, которую Роже Дебре, это французский философ, человек, который сотрудничал с Фиделем в 60-е годы и который был с Че Геварой в Боливии и сидел в Боливии в тюрьме и подвергался в пыткам. Вот он написал отличную книгу, которая называется «Хвала нашим хозяевам», посвященную 3 своим начальникам – Фиделю Кастро, Че Геваре и Франсуа Миттерану. И он там рассказывает историю художника Эдгара Дега, которого в раннем детстве его мать привела в дом вдовы известного якобинца Филиппа Леба. И когда благочестивая сеньора Дега вошла в гостиную, увидела на стенах портреты Робеспьера, Кутона и Сен-Жуста, она в ужасе сказала: ведь они же были чудовищами. На что хозяйка спокойно ответила: нет, они были святыми. Вот эта оппозиция, которая всегда возникает в таком случае, она, конечно, неверная. Фидель не был ни чудовищем, ни тем более святым. Он был человеком власти, и этим объясняется вся вот эта 60-летняя траектория, 50 лет из нее, за исключением последних 10 лет, он определял траекторию Кубы. Ну, вот, понимаете... Хотя еще одну вещь пожалуйста. хочу сказать. Несомненно, я с вами соглашусь, что 2 миллиона кубинцев, живущих за пределами острова, при том, что на острове живет чуть больше 11 миллионов, это, я бы как сказала, самое яркое доказательство несостоятельности социально-экономической этого режима, его политической репрессивности. Люди в течение всей его истории, начиная с 60-х годов, бежали с Кубы при первой возможности, легально и нелегально, на плотах, на надувных лодках, любыми возможными средствами. И это, конечно, то есть они голосовали ногами, они не боролись. И ведь я добавлю еще одну вещь, как мне кажется, очень важную. Люди, которые бежали с Кубы, особенно в начале 60-х годов. Последующая миграция, она уже, как бы так сказать, происходила в несколько иных условиях, но они там оставляли все. Они вынуждены были бросить все нажитую, построенную жизнь и начинать с нуля
в том же самом Майами, в Соединенных Штатах. Между прочим, это именно они превратили Майами в цветущий такой край, потому что до них Майами там была такая приходившая в запустение военная база, больше ничего. Поэтому, когда, опять же, мы слышим рассуждения о том, что кубинцы такие, значит, генетические бездельники, которые ничего, значит, не хотят работать прежде всего, и поэтому Куба находится в том состоянии, в котором она сегодня находится, это на самом деле ложь. Майами в нескольких десятках миль, Если это можно мне еще противоположный два пример. слова. Да, действительно, в начале 60-х годов бежал кубинский средний класс, революция, подняв к достойной жизни, к человеческой жизни людей, которые жили вне рынка, вне общества, вне государства, бедных, которые впервые увидели врача в своей жизни, дети которых впервые пошли в школу, которые получили работу. Этих людей революция действительно подняла к нормальной жизни и достоинству. Она же разрушила полностью среду обитания и жизнь тех людей, о которых вы говорите. Но надо сказать, что за эти 50 лет, с 60-х годов, то есть с Кубы бежали уже 3 поколения кубинцев. Следующие и последующие — это люди, которые уже кроме Фиделя ничего не знали. И тем не менее, все наиболее энергичные, образованные, те, кто не мог терпеть все более удушающую атмосферу жизни на обществе, они, в общем, рискуя всем, тоже уезжали. Сергей Георгиевич, вы как человек таких левых коммунистических убеждений и, соответственно, по определению, насколько я понимаю, сочувствующий Фиделю Кастро, вы понимаете людей, которые радуются тому его уходу в небытие? Конечно, понимаю. Таких людей полно везде. И вы не знаете, ведь сколько вышло этих вот такого типа людей, и сколько тех, кто сидел дома и думал. Ну да. Вот что меня поражает, это вот такая деградация вообще в отношении к больших катастроф и феноменов социальных, культурных. Ведь то, что вот сейчас тут говорим, это, понимаете, это просто позор вообще. Потому что когда произошла эта революция, вся Европа, везде все так, они вас... Вспомните Евтушенко, да? Ну, конечно. Да, ну вот. Как только ликвидировал СССР, вот вся эта прослойка этой гуманитарной интеллигенции, такой продвинутой, да, они вдруг начали, так сказать, с патологической злобой и клеветой говорить о Кубе. Ведь наше телевидение, наше радио, да, вот за 10 лет никакого такого теплого слова вообще о Кубе нельзя было услышать. Так это симптом глубокого такого провала культурного. Вот, понимаете, вот. Я вас понял. Саша, вы согласитесь с мнением о том, что вот это вот такое разочарование в Кубе, в кубинской революции, в Фиделе Кастро, это симптом некоего провала? Или все-таки это было обусловлено какими-то другими причинами? В частности, ну, наверное, Саша, вы что же, наверное, увлекались романтикой кубинской революции? Никогда. Никогда, так? Я вам больше того скажу. Но вот отвечая прямо на твой вопрос, я скажу, что я очень хорошо понимаю этих людей. Умер тиран, и люди радуются смерти тирана. Может быть, они связывают с этим надежды на то, что произойдут какие-то изменения. Тщетные надежды или реальные – другой вопрос. Ну, люди также радовались, когда умер Хусейн, когда умер Каддафи. Люди также радовались, когда умер Сталин. Даже когда умер Брежнев, в лагерях кричали «Ура!», я сам этому свидетель. Да? Это нормальная реакция людей на тиранию. Может быть, конец тирании. Но я хотел вам сказать, что вы сосредоточились на второстепенном. И иммиграция – это вовсе не самая яркая характеристика несостоятельности этого режима. Конечно. Несостоятельности с нашей точки зрения. С точки зрения коммунистов он, конечно, был состоятельным, этот режим. Я бы в качестве иллюстрации сказал, что это прежде всего от 17 до 20 тысяч расстрелянных кастровским режимом. Большую часть
в первой половине 60-х годов, в конце 50-х, начале 60-х годов. Это почти 500 000 прошедших через кастровские тюрьмы, через пытки. И многие погибли не от расстрела, не публичные расстрелы, да, многие погибли в тюрьмах. И многие политзаключенные, люди, которые просто выражают свое мнение, которые хотят демократии, которые хотят свободы, они и сегодня сидят еще в тюрьмах. И по сегодняшний день они находятся в кастровских застенках. И если говорить о Кубе и говорить о Кастро, то говорить надо именно об этом, о том, что Кастро подавил свободу в стране. То, что он довел ее до разрухи, это без сомнения, да, вряд ли кто будет с этим спорить. Ужасное состояние инфраструктуры и здравоохранения, хотя гуляет миф о том, что там какое-то небывалое здравоохранение. Но это все второстепенно, а первостепенно это отношение к свободе. И вот подавление свободы, как во всех коммунистических странах, потому что коммунисты не умеют делать ничего другого. Они умеют только отнимать у людей свободу. И вот с этой точки зрения я бы и оценивал деятельность Кастро. И именно с этой точки зрения эту деятельность оценили вот те люди, которые вышли радоваться по поводу смерти Кастро. Я не думаю, что радость по поводу смерти – это хорошее чувство, но это вполне объяснимо, я их могу понять. Да, я должен сказать, уже не как ведущий, а как человек, занимавшийся и занимающийся много лет Кубой, что Александр абсолютно прав, что эта революция началась и продолжалась в атмосфере невероятной, свирепой жестокости, репрессий против простых людей. Этот феномен, который занял всю первую половину 60-х годов, «Луча контрабандидос», это когда против крестьян, которые были не согласны с аграрной реформой, просто велась такая борьба, война, сравнимая вот опять же с подавлением крестьянских восстаний во время гражданской войны и так далее и тому подобное. Поэтому для тех, кто восхищается как бы кубинской революцией, ее таким романтическим ореолом, нужно обязательно помнить об этом. Они что предпочитают забывать. Предпочитают забывать. Я бы хотел еще добавить, что именно Кастро и вдохновитель, и организатор этой системы. Конечно. Этой политической системы. Можно найти о нем какие-нибудь хорошие слова, наверное. Он любил женщин, он любил сигары, он здорово пил ром, он, может быть, любил детей, держал их на ручках. Но главное, то, что он сделал, это он подверг свою страну небывалым репрессиям. Татьяна Григорьевна, как историк, как специалист, вы согласитесь с такой жесткой оценкой? Нет, не соглашусь. Так. Я не буду защищать авторитарную власть, не буду защищать власть Фиделя, но я думаю, что ситуация на Кубе несколько сложнее, чем однозначная, то есть, скажем так, характеризовать Фиделя исключительно как тирана, а постреволюционную ситуацию исключительно как репрессивную, это не полная характеристика. В том, на мой взгляд, и трагедия, что Фидель Кастро разбудил социальную революцию той половины кубинского общества, которая жила, в общем, в непроходимой и безнадежной бедности. Есть масса цитат. Одна из них принадлежит советнику Кеннеди, Артуру Шлезингеру, который говорит: «Гавана, я цитирую на память, Гавана – прекрасный город, но я прихожу в ужас, когда вижу, как он превращается в игорный и публичный дом для моих соотечественников. Когда я вижу, как они идут по улице и уводят с собой 14-летних девочек, бросают монеты в толпу, чтобы посмотреть, как люди будут драться за эти деньги». Заметьте, это говорит не коммунист, это говорит совсем другой человек, это говорит американец. И действительно, Куба накануне революции и при Батисте, и до Батисты все больше превращалась, простите меня, в сахарницу и публичный дом для Соединенных Штатов. Когда находишься в Гаване, ты понимаешь, как это близко. Вот эти марины, которые вот прямо уводят тебя в Майами, как легко было приезжать на выходные и, говоря современным языком, оттягиваться на Кубе, где все были на все готовы, потому что это была бедная страна. Можно подумать, что сейчас проституция Можно исчезла. я докончу? Сейчас, да. Фидель оперся на этот
на это требование достоинства. И да, и Шлезингер еще говорит одно, я думаю, говорит он, как должны относиться, зная эту действительность кубинцы, как они должны относиться к Соединенным Штатам, что у них может быть кроме ненависти. Вот. Я хочу сказать, что то, что выросло из этой ситуации, это была подлинная социальная революция. Можно разделять ее романтику, можно не разделять, но она в начале 60-х годов означала, она была никем не навязана, она родилась на Кубе, Кастро не был связан ни с СССР, ни с Китаем, ни с кем. Это был подлинный процесс, который родился в стране. Другое дело, что Фидель был ориентирован с самого начала на власть и на личную власть. И вся его дальнейшая политика строилась вокруг выстраивания вот этой власти. Я не верю, что он изначально был ориентирован исключительно на власть для себя. В том, на мой взгляд, и трагедия истории, и трагедия этой страны, и трагедия этого человека, в том, что он все больше и больше становился функцией от власти, что его колоссальная воля к власти сожрала его самого, сожрала многих его соратников. И в конечном счете оставила пустое место. И добавлю, что, что в этом режиме все больше и больше стали проступать черты классических карибских диктатур, описанных Габриэлем Гарсией Маркесом и Марио Варгасом Льосой. И в поведении Фиделя, и в его личной жизни, и в особенности в передаче власти по наследству. Вот это обстоятельство, что глубокая социальная революция привела к возникновению режима, воплотившего худшие черты того, с чем боролись, на мой взгляд, это трагическое обстоятельство. Но мне кажется, что ситуация сложнее. Куба не сводима к репрессиям. Я не знаю, как вы, Леонид, а я кубинскую медицину пару раз опробовала на себе. Это было в конце 80-х, начале 90-х, не знаю, как сейчас, но это было действительно прекрасно, несопоставимо с районной поликлиникой. Я заболела в Гаване и пошла просто так в госпиталь Эрманус Альмехейрос. И то, что я там увидела, то, как ко мне отнеслись, я просто с улицы пришла. И это было совершенно несопоставимо с обычным советским здравоохранением. Не знаю, что там происходит Татьяна сейчас. Евгеньевна, эти времена остались в далеком прошлом, да. к сожалению. Я хочу, просто резюмируя, моя позиция заключается в том, что что история Кубы последних 60 лет, это история сложная, она не поддается однозначному толкованию, хотя я полностью разделяю, скажем, абсолютно негативные отношения и к репрессиям, и к отсутствию свободы. На самом деле, то, что Фидель в 1955 году, за год до высадки на Кубе, говорит в знаменитой речи в Нью-Йорке, что мы в 1956 году или будем свободны, или станем мучениками, он не выполнил ни того и ни другого. Он выбрал власть. Да. Вот, Сергеевич, вот Татьяна Евгеньевна упомянула, в частности, что действительно революция эта начиналась без каких бы то ни было отсылок к марксизму-ленинизму. Это действительно, и Фидель, мало того, Фидель, когда пришел к власти, в одной из первых своих речей, это я помню, я читал, штудировал эти подшивки журнала «Богемия», он говорил: мы никогда не пойдем по советскому пути, мы никогда не будем иметь ничего общего с советскими коммунистами, утопившими в крови Венгрию и так далее. Это все еще тогда было очень живо. Может быть, действительно, ошибкой Фиделя было то, что он принял вот эту вот протянутую руку Советского Союза, которая и завела его в дебри неразрешимых противоречий. Я вот не мог даже подумать, что вот радио «Свобода» так опустится. Потому что вот все эти высказывания, давайте без оценок обойдемся. вообще. Давайте Нет, по существу говорить. Я тут противно мне даже быть. Ну, увы. Революции всегда обещают золотые горы. Наша революция, большевистская революция, обещала землю крестьянам, заводы рабочим, мир народам, да.
и это вызывало некоторый социальный подъем. Потом с этим связывали, ретроспективно связывали какую-то романтику революции, романтику гражданской войны, сочинялись мифы, легенды. На самом деле все с самого начала было жестоко, и всякое несогласие преследовалось. И это было также и у нас, и также было на Кубе. И самые жесткие репрессии были именно в первые годы после революции. Вот те годы, которые сейчас принято называть такими романтическими. Да? И как люди реагируют на это на Западе, это вполне понятно. Вот когда в сталинские годы сюда приезжали представители левой западной интеллигенции, они были многие в восторге, за очень немногим исключением. По-моему, только Андрей Жид написал то, что он увидел на самом деле. А все остальные писали панигирики Сталину, что сталинизм это клевета, все лучше рождается на Востоке, как писал Фихтвангер. Да? Да. И они были в восторге. Вот так же вот нынешние левые приезжают на Кубу или смотрят на Кубу издалека и видят в ней то, что, во-первых, им хочется увидеть, а во-вторых, то, что им показывают. И вот, кстати, о здравоохранении. Мы все прекрасно знаем, как относятся на Кубе к иностранцам. Иностранцы – это валюта, это хлеб. Иностранцев всегда обслуживают по высшей категории. Я был в детской больнице в Пинар-дель-Рио на Западе, самой западной провинции на Кубе. И был там в детском онкологическом отделении. Это нищета. Там нету ни бинтов. Но это уже какие годы совершенно? Это было лет 8 или 10 да, назад. это уже совсем другая эпоха. Я об этом, мы об этом и перемолвились. Смотрите, я и говорю, что поначалу они расходовали ресурсы, которые были до них, которые были накоплены Кубой, накоплены предыдущим правительством, да, предыдущими режимами. Не самыми лучшими, не демократическими, но несравнимыми по своей жестокости с режимом Кастро. И постепенно это расходовалось. Вот мы сегодня находимся на такой стадии, когда видим, что вроде бы как дошли до дна. Ну, это почти как у нас сейчас в России. Да? Вот дошли до дна или не дошли до дна. Вот они и гадают. И что надо будет делать? Снова какие-то вводить небольшие реформы и немножко отпускать экономику по рыночному пути. Немножко помягче относиться к политзаключенным, давать им сроки не по 20-25 лет, как это было еще 10-15 лет назад, а поменьше сроки. Не арестовывать, а просто избивать на улице. Вот так вот идет сегодняшнее развитие. Но в принципе это то же самое. Я не хочу сказать, что репрессивная составляющая – это полная характеристика Кубы. Я такого не говорил. Но это главная характеристика. Потому что отношение к свободе – это главная составляющая режима, любого режима. Можно я Да, добавлю? конечно, конечно. Знаете, я тут несколько сюжетов очень захватывающих. Я хотела бы сказать, ответить на тот вопрос, который вы задали Карамурзе до того, как он ушел, отношения с СССР. Это на самом деле очень интересная тема. Потому что в 60-е годы, даже после Плая Хирон, который, заметьте, был вынужденным, американцы, скажем так, ввели лобовую и крайне неумную политику, которая помогала все эти 50 лет Фиделю Кастро сплачивать народ вокруг себя. Потому что, в отличие, скажем так, от того, что как делает сейчас наше телевидение, и вторжение было реальным, и диверсии, взрывы кораблей были реальными, и эмбарго было реальным. Вот это был колоссальный подарок Фиделю, который американцы подарили ему от широты души. Вот. Если бы не эмбарго, да, не знаем, что случилось. Фидель перед смертью сказал следующую вещь, что я никогда не думал, что я проживу так долго, и что мои противники будут столь неразумны. Он имел в виду именно это. Это пункт первый. Так вот, даже после Плая Хирон, после апреля 1961 года, когда Фидель объявляет о социалистическом характере революции, тем не менее он стремился держать дистанцию по отношению к СССР. То, что вы сказали, это верно, но был еще один потрясающий случай. После 21 августа 1968 года, после советского вторжения в Чехословакию, Фидель объявил о своем выступлении. И все были уверены, что он осудит. Потому что, как бы сказать, страна, которая была периодически
ареной американских вторжений в принципе не могла никакое вторжение поддержать. И поворот к Советскому Союзу начинается с этого, начинается с идиотской 10-миллионной Сафры, когда Фидель пытался отстоять свою экономическую независимость, бросив все население острова на то, чтобы собрать 10 миллионов тонн сахарного тростника. Вот когда это провалилось, они начали прислоняться к советской модели в обмен, и установилось вот тот, в общем, иждивенческий для Кубы образ жизни, когда в обмен на советскую нефть, которую Куба не столько использовала, сколько продавала на рынке, и, соответственно, сахар, который она поставляла в Советский Союз, вот складывается тот экономический баланс, который позволял вот это существование в 70-е, 80-е годы до прекращения субсидирования, советского субсидирования Кубы как-то поддерживать. Это было, скажем так, для людей, понимаете, если мы будем смотреть на Кубу только глазами дореволюционного кубинского среднего класса, это совсем другая страна. На Кубе большая часть населения жила совсем в других условиях. Да, я разделяю сетования кубинских эмигрантов, которые говорят, что прекрасный город Гавану режим превратил черти во что, и она деградирует, ее не ремонтирует. Это действительно слезы. Но, тем не менее, я вижу и другую сторону. Я уже об этом говорила. Это прорыв из нищеты для колоссального количества людей, с которыми мне доводилось на Кубе общаться. Я не знаю, Александр, вы говорите по-испански или нет. Я говорю, причем так, что только одна тетка меня признала в Гаване за советскую. А так, в общем, никто не понимал, откуда я. Понимали, что я... И, соответственно, и что тоже очень сильно отличало Кубу от сталинского СССР, это свобода, с которой люди высказывались. Со мной, во всяком случае. Так вот, я хочу сказать, что я не соглашусь с тем, что режим расходовал предыдущие ресурсы. Он вложился в образование и в здравоохранение колоссально. Другое дело, что это было волюнтаристское решение. Что, как написал тот же Гарсия Мендес, что Куба представляла собой страну, напоминающую огромную голову на хилом теле и с огромными кулаками, имея в виду вторые по численности вооруженные силы в Латинской Америке, огромный репрессивный аппарат. Это не были ресурсы предыдущего режима. Это была комбинация тех ресурсов, которые получались из Советского Союза, и того, что режим выжимал из собственного населения. Правда, все менее и менее эффективно. Да, но тем не менее, это все же показуха. Понимаете, вот вкладываться в здравоохранение, вкладываться в образование и при этом разрушить экономику. Отчасти соглашусь. Для меня показуха, знаете, в чем была? Когда я увидела в конце 80-х эти прекрасные госпитали и огромные очереди за апельсинами и ананасами с советскими номерами на руках, соответственно, дети, которых прекрасно лечили, но у которых была анемия, потому что они не доедали, конечно, это показуха. Да, конечно, это неестественное развитие. Но отрицать это полностью тоже нельзя. Это не было... хотя я и сказала, что вот эти черты карибской и креольской диктатуры в нем прорастали, это не было ни режимом Трухильо, ни режимом Батиста. Кстати, Саш, Александр, можно поспорить, какой из этих режимов был более кровавым? На Кубе было несколько очень кровавых диктатур в 20 веке, две, по крайней мере, и тут очень трудно, это, как сказать, национальная традиция. Другое дело, да, что, придя к власти, Фидель, Че Гевара, Рауль Кастро не церемонились. Они готовы были убивать, и убивать в том числе и своих, тех, кого они сочли предателями. С этим я не спорю. Сейчас один из его комментариев. Тут никто не утверждает, что до революции жизнь на Кубе была хорошей, и какой-то из этих режимов, Батисты, Мачадо и прочее, был сколько-нибудь приемлем. Нет, конечно, но построили Кастро какую-то противоположность, какую-то альтернативу. Вот вам для сравнения. При Батисте было 12 тюрем на Кубе, а сейчас их около 300. В самые кровавые времена при Мачадо
было до 5000 заключенных политических. А в некоторые времена коммунистической диктатуры было до 100 тысяч одновременно доходило. Может быть, цифры не точные, да, может цифры быть, всегда меньше. такие Но порядок приблизительные все равно, бывают, да. порядок какой. Таких кровавых репрессий, как при Кастро, не было никогда нигде. И потом, вы говорите, что кубинская революция вытащила людей из нищеты. Вот она вытащила их, людей, из капиталистической нищеты для того, чтобы погрузить их в социалистическую нищету. Сейчас, по крайней мере, вот когда я был последний раз на Кубе, лет 8 назад, продукты продавались по карточкам. Я заходил в эти магазины. Это еще хорошо, когда которые... они продаются по карточкам. Чаще всего по Их карточкам ничего нету, нету. да, их надо еще найти. Я видел эти карточки, они очень похожи на наши конца 80-х, начала 90-х. Вот нищета. Чего добилась эта революция? Это миф о том, что революция вытащила людей из нищеты. Нет, это не миф. Это не миф. Хотя карточная система на Кубе существовала, по-моему, с самого начала. С самого начала и до самого конца. И до самого конца. Она, сейчас, я не знаю, вот в самое последнее время, когда Рауль начал вот эти постепенные экономические реформы, сохраняется ли она. И Карточки никто не отменял. Карточки никто не отменял, да, но у людей появились иные возможности покупать продукты, и это уже не такая безнадега, как была, скажем, в 90-е годы, в самый тяжелый, как называлось это на Кубе официально, специальный период. Извините, реплику вставлю. Возможности появились просто потому, что появились возможности у майамских родственников этих людей пересылать им деньги. Совершенно верно. Ну это же, что это Но за ведь, модель такая? Подождите, я еще раз хочу обозначить свою позицию. Я не защищаю эту модель. Я сразу скажу, она экономически не жизнеспособна. Она так же, как нежизнеспособной, была и советская модель. Кубинцы, вот, с которыми я разговаривала в 70-е, особенно в 80-е годы, всегда все дружно говорили, это вы нам это все привезли, вот если бы не вы, у нас бы было все гораздо лучше. Это советское. Это неправда, потому что именно такая модель в наибольшей мере способствовала укреплению режима личной власти Фиделя, о котором я говорила в начале. Я с этим не спорю. Но тем не менее, мне кажется, я думаю, что ситуация на самом деле сложнее. Уровень образования на Кубе изменился. Этого не отрицают, скажем, большинство самых умных иммигрантов. Куба стала образованной страной. Можно спросить, где люди с этим образованием могут применить его? Очень мало где на Кубе. Военные, да. Во-вторых, изменился характер и доступность здравоохранения. То, что до 90-х годов Куба была страной с европейским характером детской смертности, уровнем детской смертности, это тоже факт. Откуда вы берете этот факт? Откуда? Из международной статистики. Из статистики, которую поставляет кубинское правительство? Да нет. Нет, есть объективная есть статистика. объективная Такая же, как статистика. советская. Нет, не надо. Это статистика, если вы посмотрите издание Мирового банка, какая там не советская статистика, у них свои источники, и они сами это измеряют. Конечно. Вот. Тем не менее, это было, потому что тогда стоит спросить, вернусь к началу. В 1956 году в провинции Ориенте с яхты Гранма высадилось 82 человека. Из них большинство тут же погибло или было уничтожено в следующие 3 дня. Осталось 20 человек, которые за 2 года подняли народ, в том числе и крестьян, и смели этот режим за 2 года. Если бы ничего этот народ не получил от этого режима, неужели бы он терпел это 50 лет? Он получил массовые репрессии, и он вынужден это терпеть. Вы опять не говорите о самом главном. Этот режим давно бы рухнул, если бы не было массовых репрессий. И не он только на этом и не держится. только массовых репрессий. Массовые репрессии и помощь Советского Союза. И третий фактор, Кастро, потому что Кастро, конечно, великий, гениальный по-своему политик. Вот то, что он эту заглушку вытащил, он дал возможность людям, таким самым активным, самым творческим, самым талантливым, уезжать.
И люди уезжали в Майами теми или иными способами. И на Кубе была в отношении политическом те же гладь Божьей благодати. Тем не менее, на Кубе были и есть диссиденты очень мужественные и очень стоящие люди. И я бы хотел еще заметить, когда вы говорите о том, что вот американская эмбарго это был подарок Кубе, я не вижу логики в этих словах. Абсолютно не вижу. Нет, я вижу, Саша, логика очень заключается большая. в том, что это сплотило кубинский народ вокруг Кастро? Нет, не только это. Вы знаете, это так же смешно, как говорить, что советский народ был сплочен вокруг Нет, Сталина. не только да, это. он был сплочен в той мере, в которой любое слово, сказанное против, влекло бы за собой посадку. Это дало возможность режиму Кастро все трудности, все лишения списывать на американское эмбарго. Разумеется. Что они и делали, то, что у нас сейчас происходит, тоже на санкции. Ну, конечно. Но они списывают наши проблемы и прочее. Но коммунисты, социалисты, придя к власти, не могут ничего производить. Социализм – это обязательно начинающаяся нищета и разруха. Сначала, может быть, используются какие-то ресурсы, потом это нищета и разруха, и почти обязательно голод. Так было во всех социалистических странах. Куба держалась на плаву только за счет Советского Союза. Видите, во-первых, эмбарго было реальным. Это не было фикцией, оно было реальным. И все, так сказать, лобовые атаки на режим, если бы Соединенные Штаты оставили их в покое, этот режим долго бы не продержался. Потому что вот тот антиамериканизм, о котором я говорила в начале, он был свойственен не только Фиделю, он был свойственен значительной части кубинского населения, которое жило вот в той реальности, которую Шлезингер описывает, не какие-нибудь левые коммунисты. И сочетание массового антиамериканизма с эмбарго, это было действительно подарком режима. Я считаю эту позицию логичной. Да эмбарго было неэффективно. Если бы это была блокада, может быть, это было бы эффективно. Но эмбарго на торговлю с Соединенными Штатами, Нет, они вовсю торговали с Европой. Не надо. Было несколько Блокада шагов. закончилась очень быстро. Последняя из них поправка Хелмса-Бертона, которая действует до сих пор и не отменена, которая накладывает экономические санкции на все компании, не только американцы, которые работают на Кубе. И все равно работают. Тем не менее, это было, это факт. Поэтому я считаю, из того, что я видела на Кубе и что слышала от людей, один человек в 90-м году мне сказал следующее. Он был из самых низов кубинского общества. Он мулато чино. Вот Леонид знает, что это такое. Это помесь чернокожего с китайцем. Это самое дно. Он получил высшее образование на Кубе, и он мне сказал, он говорит, знаешь, Фидель всем надоел. Он как старый, это разговор происходил в 90-м году, он как старый дедушка, который ворует у тебя из кармана деньги, и мы не знаем, что с ним делать. Но он дедушка, что с ним делать? Но если они снова, указывая в сторону Майами, зашлют нам зонд пропагандистский, мы снова выйдем на улицу. Это был человек, пострадавший от режима. Тем не менее, это настроения были. Александр, В смысле, как пострадавший? Он получил образование, ему режим дал. Да, только потом, когда он стал в 60-е годы высказываться, его лишили работы. Вот. Это его чему-нибудь научило? Да, научила. Ну, слава Богу. Но я хочу сказать, что ваша позиция, ваша оценка Кубы, будучи правильной во многих частях, это действительно репрессивный режим, она примитивизирует ситуацию. И она в этом смысле неадекватна. Ситуация гораздо сложнее и гораздо трагичнее. Я совершенно согласен. Я вообще считаю, что здесь за этим столом, но, к сожалению, Сергеевич ушел, и поэтому за этим столом не оппоненты. Мы разбираем эту ситуацию, которая действительно очень сложная, и которая, во-первых, совершенно беспрецедентная, чтобы 60 лет у власти, почти 60 лет, у власти был один и тот же человек. Потому что, Рауль Кастро это абсолютное, так сказать, продолжение. 50. Все-таки он был до 2006 он был до 2006. В 2008 году он сдал свой пост. Да нет, в 2006 власти перешла в 2006 году. Его разбил весь этот недуг ужасный. И реальная власть. Ну, неважно. Но тем не менее, это шестой год. Это власть одной семьи, одного клана, и это совершенно беспрецедентная ситуация.
Конечно, люди привыкли. Конечно, люди... 70% кубинцев родилось Ну, конечно. при этом Конечно. Но режиме. вместе с тем, какое вот противоречие? Вы говорите об антиамериканизме. А бегут куда? Да. Любыми способами. Да, И в да. основном Любыми во Флориду. способами. Да. Только во Флориду. Нет. Никакими, рискуя жизнью, преодолевая невероятные опасности. Нет, если, конечно, главное ядро кубинской эмиграции – это Соединенные Штаты, а в Соединенных Штатах это прежде всего Флорида. Но справедливости ради надо сказать, что есть кубинская диаспора большая в Испании, конечно. в Венесуэле. Конечно. До еще прихода Чавеса во многих латиноамериканских странах кубинцы есть везде. Да, действительно. Действительно, но, на мой взгляд, это противоречие реальной жизни. Я хочу сказать, что если мы попытаемся понять эту реальную жизнь во всей ее сложности, а не в я не верю, к сожалению, в то, что этот режим держится только репрессиями. Мои впечатления от Кубы, мои кубинские друзья, в том числе и среди диссидентов, они гораздо сложнее воспринимают эту ситуацию. Если бы это было так, то с уходом Фиделя, Раулю тоже 85 лет, можно было бы легко вернуться к тому же самому. Невозможно вернуться. Да нет, к тому система же выстроена. самому. Система выстроена, очень сильный репрессивный аппарат. И вот давайте, вот если уж мы... Сейчас, Саша, я только хочу одну гипотетическую вещь. Вот все-таки 60 лет. За эти да, конечно, в конце 50-х годов Куба была со всеми теми элементами отсталости социальной и так далее и тому подобное, которые были присущи и другим странам Латинской Америки. Но если бы вот не революция Фиделя Кастро, а просто поступательное развитие, Куба ведь была вместе с тем страной, первенствовавшей в очень многих вещах. На Кубе появился первое цветное телевидение во всей Латинской Америке, первый трамвай, это можно перечислять, так же, как можно перечислять и отрицательные какие-то. Развивалась бы страна вот без этой революции. И причем она не достигла бы уровня, скажем, Венесуэлы, естественно, до Чавеса, который умудрился ее к чертовой бабушке, эту вполне себе развивавшуюся и процветавшую страну развалить. Это сделали до Чавеса. Это другой разговор. Это сделали до Чавеса. Чавес смотрите, пришел на развалины и их использовал. А в результате получилось, что из 11-миллионного населения Кубы 2 миллиона убежали от замечательного здравоохранения и образования. Да, и это пропорция, повторяю, беспрецедентная в мировой истории. Это только не из 11. Это 2 плюс 11. Никакая белая эмиграция по относительному измерению не сравнится. Леонид, это очень интересный вопрос. На самом деле Куба была в конце 50-х годов по латиноамериканским меркам среднеразвитой страной. Она не была банановой республикой, как Никарагуа или Гондурас. Хотя она и не была развитой страной, как, например, Аргентина или Уругвай. Она находилась в середине, и главные разрывы, о которых я уже говорила, это были разрывы в уровне благосостояния между высшими и средними классами и основной частью населения. Это были типичные разрывы для большинства латиноамериканских стран в то время, за исключением, пожалуй, Аргентины на одном конце континента и Мексики на другом, по разным совершенно причинам. И да, именно эти разрывы позволили вот этому режиму и этой революции победить. Я думаю, я не знаю, но заметьте, что и диктатура Мачадо, и диктатура Батисты свидетельствовали о том, что, как и в большинстве, в общем, латиноамериканских стран, но в гораздо большей мере, Куба не могла функционировать как демократическая страна. Она все время сваливалась в диктатуры. Точно так же, как сваливались в диктатуры ее соседи по Карибскому бассейну. Доминиканская республика и так далее. И вот это обстоятельство делает трудным ответ на этот вопрос. Что, рассосалась бы диктатура Батисты? Не знаю, как бы она рассосалась, но я хочу быть честной, и я думаю, что если бы не кубинский социализм,
А Куба была бы гораздо более развитой страной, если бы каким-то чудесным способом исчезла диктатура, Батиста я имею в виду, была бы гораздо более развитой страной, и, как я уже говорю, кубинцы были бы гораздо более счастливы. А у нее не было бы этой мегаломании, которая свойственна Фиделю. Она бы не вела, маленькая страна не вела бы политику великой державы, как она это делала в 70-е годы в Анголе, Эфиопии и так далее. То есть было бы действительно лучше для людей, было бы лучше для всех, и социально, и экономически, и психологически, я не знаю. Потому что, скажем, это проклятая проблема того, что капиталистическое развитие, рынок в среднеразвитых странах оказывается социально поляризующим. Это проблема Бразилии, это проблема Венесуэлы до Чавеса, собственно, эта проблема привела к Чавесу к власти и так далее. Да. Да, вы затронули важнейшую, ну, конечно, опасно, но мы уже заканчиваем, мы не превратим это в такой диспут латиноамериканцев, но и действительно важнейшая проблема, то, что у Кубы не было политического класса, не было как таковой политической истории и политической культуры, все определялось таким афоризмом «quítate tú para poner mío». Один, значит, диктатор псевдополитик скидывал другого. И благодаря этому, собственно, взошел феномен Кастро, так что все-таки Кастро очень сильно, на самом деле, связан со всей предыдущей историей. Вообще надо просто отметить, что демократия приходит с трудом, а диктатура с легкостью. Да, это факт. Это факт. Но говорить о диктатуре, выискивать в ней светлые стороны и говорить о том, что там что-то хорошее образование и здравоохранение, это примерно то же самое, что говорить о Советском Союзе в восторженных тонах, потому что там была хорошо развита космическая отрасль и балет. Саша, вот действительно, да, Космическая было отрасль что-то и хорошее. балет И не что? касалось народа. Хорошо, это как не касалось? Обязательно касалось? Да нет. Это что это характеризует Советский Союз, точно так же то, что вы говорите, не Вы характеризует состояние на Кубе. Ничего восторженного в Нет. моем рассказе нет. Но в отличие Абсолютно от согласен. космоса и балета, школы и больницы имеют отношение к ежедневной жизни людей. И это было. Во-первых, От Ну этого да, не уйдут. и советское здравоохранение тоже самое. Имеют, Саша, и люди этим жили, и вообще как-то человеку, человеческой психологии свойственно искать, как сказано у Лопе де Вега. У Лопе де Вега, когда до края полотна художник ночь изображает, он хоть луч света оставляет, чтобы эта ночь была видна. И поэтому в этом, по-моему, главная такая особенность и прелесть и обаяние нашего сегодняшнего разговора. То, что позволено художникам, не позволено аналитикам. Ох, Саша, Саша все-таки такой... Аналитики должны смотреть Саша более такой трезво на все-таки, ситуацию. Политический пессимист. Политический пессимист. И в этом отношении я более склоняюсь Нет, я к позиции оптимист, Татьяны Евгеньевны. я думаю, что могло бы быть еще хуже. Я думаю, что я смотрю именно трезво. Я не позволяю себе впасть ни в ту и ни в другую крайность. Нету черно-белых стран. К сожалению, вы просто не там Мы определяете вынуждены середину. заканчивать. Татьяна Евгеньевна, умнейшая, мужественная женщина, которая сегодня противостояла таким, так сказать, оппонирующим уколам с обеих сторон, чего Сергей Георгиевич, к сожалению, я уверен, мужественный мужчина, но он не вынес. Он сказал, и ушел, что да. я говорю чудовищные вещи после моего выступления. Да. Спасибо. По-моему, это было очень интересно. Спасибо вам. Спасибо. В эфире «Свободы» вы смотрели программу «Грани времени», которая сегодня была посвящена событию, всколыхнувшему мир в ночь с минувшей пятницы на субботу и до сих пор продолжающему резонировать и колебать мировые струны. Фидель Кастро ушел в мир иной, но споры об этой личности, о том, ушел ли он в легендарное бессмертие или в скорое бесславное забвение, похоже, не стихнут еще долго. Вел программу Леонид Велихов. Гостями нашей передачи была Татьяна Ворожейкина, Александр Подробинник и покинувший студию в середине Сергей Георгиевич Карамурза, которому, тем не менее, тоже я благодарен за участие. Всего вам доброго.